свое время Грань наделала очень много шумихи. Игра, которая была создана одним человеком из Швеции, мгновенно стала форситься во всех соцсетях. Было очень много летсплеев, теорий и даже историй, на которых была основана бабка Гренни. Но знали ли вы, как она выглядела в день публикации на Google Play? Всем привет! В этом видео я бы хотел разобрать, какие есть отличия между самой первой и последней версией Гренни. Спойлер, мы также разберем бета-тест 0.0. Также хочу сказать, что в ближайшее время, возможно, будет разбор айсберга. Только я не особо хочу его делать. Ну да и ладно. Начинаем. Начнем с текстурок версии 1.0. Текстурки были более простыми. Никаких теней еще не было. У биты, который держит бабка, видна ошибка текстуры крови. У бабки текстура намного темнее, чем сейчас. Грань раньше была намного страшнее, с этим не поспоришь. Также отсутствует множество локаций, чем сейчас. Например, тот же самый третий этаж с чердаком, в котором проживает паук, задний двор, паук Анджела и даже секретная комната. С еще одной секретной комнаты с вороном. Салам алейкум, я гамбургер. Теперь музыкальное сопровождение. Ах, да, я же еще не упомянул тот самый гараж. Извините. Теперь музыкальное сопровождение. Музыки погони еще не было. Была лишь обычная тема Гренни. Музыка в основном не поменялась. И все. Также не было Даркера. Была лишь одна сложность нормал, и то прокачаннее. Никаких мелких походов нету. Под столы залезать нельзя. Бабка вешает кодовый замок, когда уже все замки разблокированы. В общем, много чем отличается, если честно. А что сейчас? В 1.8.1 все есть. Есть и Даркер, и выбор сложности, и кошмар, и экстра замки. Под столы можно прятаться. Тени есть. Третий этаж чердак с пауком есть. Две секретные комнаты есть. Анджела есть. Комната с книжкой есть. Тот же самый гараж есть. В общем, много чем отличается. Вообще, думаю, что можно заканчивать. Купились, Глаша. Ладно. Да я пошутил. Я же еще не рассказал про бета-тест. Так вот, в файлах игры Гренни фанаты обнаружили вот такую текстуру. И боже, вы только посмотрите, как это вообще внедрили в игру. Также было найдено несколько неиспользуемых голосовых строчек, которые все-таки попали в финальную игру, но по другим темпам. Сейчас я вам их включу. На этом все. Больше информации нету. Тот самый бета-тест, к сожалению, так и не был найден. Это еще слава богу, что фанаты смогли найти эти вайслайны и картинку. Это уже достаточно. Хочу сказать спасибо вот этому человеку за это видео. Ссылочку на него я оставлю в описании. Также поздравляю всех с окончанием учебного года. Скоро наступает лето, и, возможно, ролики будут выходить чуть-чуть почаще. Знаю, я только создал канал, но все же, возможно, у меня будет какая-то аудитория. Ну а мы пока не прощаемся.